Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Мои милые, земной вам поклон за все, что делаете для меня, для моего канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. На пороге перемен. Что будет в вашей жизни дальше? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите. На пороге перемен стою сейчас. Чего ждать? На что надеяться? Что ждет меня дальше? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что же вас ждет дальше? В чем перемены произойдут? Так. Мне очень нравится, когда выходят лилии. Очень нравится. Но ваша лилия какая-то особенная. Вот кто зашел на эту отсыпку, видите, да, лилия особенная. Она как будто бы растет. Она как будто бы еще будет цвести, либо готовится к какому-то необычному цветению. Вы видите? То есть тут еще какой-то маленький лепесточек. Смотрите, у кого-то отыграется беременность. Вот как хотите. Беременность жданная, нежданная, долгожданная, вопреки, либо сюрприз, да, вот прям как хотите, будет беременность. Кто зашел на отсыпку, либо вы забеременеете, либо кто-то из ваших близких, либо вы получите новости о беременности чьей-то, да, и они вас безумно порадуют, удивят и безумно порадуют. Кстати, еще у кого-то может отыграться как новое дело по жизни, бизнес, дело, увлечение, хобби, талант, вот что угодно, да, что-то новое именно для вас ваше. Вот как будто бы родите вы, да, что-то вот сверх ваших ожиданий, да, очень полезно и очень важно для вас будет. Здесь у вас аист тоже вышел. Ну, аист, ну это про детей. Вот как хотите. Это про детей, про семейное счастье, про семейное благополучие. Он у вас лежит в правой стороне. Здесь, вопреки, может быть, каким-то проблемам, вопреки каким-то ситуациям, которые есть сейчас, либо произошли совсем недавно, все равно этот аист остается. Да, может быть, он немножечко в горизонте, потребуется время, чтобы он встал на ножки. Но вот он, смотрите, какой красивый большой белый аист у вас стоит. И вот если присмотреться внимательно, да, вот он аист, вот его глаз, вот его клюв, вот его крылышки. И здесь он держит малыша, видите, малыш тут у него. Вот классическое понимание того, чем занимаются аисты. Носят детенышей нам, людям, наших деточек носят. Видите? Вот как хотите, это про беременность, это про счастье в доме, про продолжение семьи, про обретение, кстати, дома. У кого-то, знаете, как может ситуация отыграться? Вы неожиданно для себя забеременеете. Неожиданно. И эта беременность подарит вам новую счастливую жизнь. То есть у вас будет и семья, и дом, и счастье. Все будет благодаря беременности. Может, вы и не думаете, может, не хотите. Может быть, вы уже в определенном возрасте, когда женщина говорит, ну что, детки выросли, хочу пожить для себя. А тут на тебе вам подарочек небес. И благодаря этому подарочку в жизни все поменяется. Поменяется так, как вы даже не мечтаете и не представляете. Это очень хороший знак. Плюс, и смотрите, как лилия к нему идет. Да? То есть здесь перемена будет очень добрая, очень светлая, очень положительная. И вот знаете, хочется сказать, мечта. Мечта исполнится. Очень тепло здесь у вас происходит. Дальше. Здесь вы. Но вы у меня в виде бабочки, да, либо вот какой-то момент, может быть, даже превращение в бабочку. Но, опять же таки,
Здесь по лилии это все идет, да, тут лилия указывает, да, лепесток лилии указывает на эту картинку. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы преобразитесь как и внешне, так и внутренне. То есть с вами будут происходить метаморфозы внутренние, какие-то новые установки, какие-то, может быть, вы будете давать себе, не знаю, сами себе ценные советы, либо вы за себя возьметесь, чтобы проработать какие-то, может быть, свои узкие места, какие-то страхи, комплексы, избавиться от чего-то ненужного, неважного и вам мешающего. То есть здесь явно человек входит в фазу роста и выходит в конце концов, да, в лучшую из своих возможных форм, из своего возможного проявления. Кстати, у кого-то отыграется как и действия, связанные с улучшением себя. То есть, возможно, вы поменяете прическу, возможно, вы поменяете свой гардероб, возможно, вы что-то, вот корректировки внесете в свою внешность, да, там реснички, может быть, нарастите, бровки сделаете, может, кто-то и дальше пойдет, да, на какие-то процедуры радикальные. Тем не менее, это будет очень для вас полезно. Вот все ваши задумки, все ваши идеи, связанные с вашей как и внешностью, так и внутренним составляющим, будут очень хороши, очень позитивны и очень полезны для вас. Здесь явно вы расцветете и явно получите массу удовольствий, и еще вы и ваше окружение порадуете тем, как вы выглядите, как вы себя чувствуете, да, какую энергию вы транслируете. И еще важный момент – это человек, который будет вас поддерживать. Если речь идет о уже существующей паре, то человек взвалит на себя какую-то ответственность за то, чтобы вас поддерживать, за то, чтобы вам помогать. Вот прям сам для себя человек сначала решит: я поддерживаю, я помогаю, я делаю, я там в лепешку разобьюсь, да, но я дело сделаю. И будет вас приятно радовать. Вам не нужно будет не просить, там, тем более уж не требовать. Да? Человек по собственной инициативе будет вам во всем помогать. Либо какую-то часть обязанностей на себя возьмет. То есть однозначно человек на себя взваливает какие-то вот обязанности и дела. И вам идет от этого помощь. От вас ничего не требуется, кроме того, чтобы, ну, не знаю, наслаждаться этой ситуацией. Если такого человека рядом нет, то такой человек обязательно появится. Появится, причем вот вообще не ждете, даже и не просите, человек появится сам. Сам придет, сам напросится и сам будет все делать. Вот как-то так идет. Вы уж там отпишитесь, кто это такой добрый волшебник. Так, еще важный момент. Подвисшая ситуация. Какой-то вот повешенный, да, висит. Подвисшая ситуация наконец-таки найдет решение. Решение придет совершенно с какого-то неожиданного источника, либо от неожиданного человека, либо с другой стороны, возможно, да, даже проблемы подойдет решение. Вы в сегодняшнем дне даже и не представляете, как это можно решить, либо даже и не догадываетесь, откуда придет помощь, либо откуда будет идти вот это вот разрешение вашей ситуации. Пока вы в положении повешенного, вы не замечаете, вы не видите, но эта ситуация, она в развитии. Может казаться, что это болото, может казаться, что ничего не происходит, ничего не развивается. Нет, развитие есть, просто вы его не замечаете. Этот момент тоже я у вас вижу. Те, кто у меня в отношениях в любви. Здесь ваша любовь, она есть, существует, она будет наполняться, она будет развиваться только. Вот, ну, мужчина меня смотрит, либо женщина, вы на себя пересматриваете. Здесь риск, ну, не измен скорее, а какого-то соперничества. То есть возможно, вам придется побороться за свою любовь. Возможно, вам придется отстоять свою любовь. Возможно, вам придется прям в рукопашную схватиться со своей соперницей. Ваш человек, он вас любит, но человек может в какой-то момент
ну, скажем так, ну, тут разные могут быть ситуации, да, здесь могут человека примагичить, опоить, там, одурить, а может человек и сам, да, сорваться, то есть какое-то желание, может быть, новых каких-то эмоций, впечатлений. Что мне не нравится в этой всей ситуации? Мне не нравится, что вот очень коварная женщина, да, либо коварный мужчина будет соблазнять. То есть этот человек будет поступать не по совести, но по своему желанию, понимаете? Здесь прям какая-то хитрость, помноженная на коварство, и еще на какие-то свои, может быть, амбиции. Может быть, это вообще будет вызов, да, вам, лично вам. Да, кто-то вот скажет: ах, я сейчас тебе докажу, что ты там никто, и звать тебя никак, да, я этого моего любимого уведу, либо любимую уведу. Вам придется сражаться за свою любовь. Но вот это сражение, да, либо вот эта борьба, она идет вам большим плюсом. Почему? Вы, во-первых, по-другому будете относиться к своему человеку. Человек будет другими глазами на вас смотреть. Вы благодаря вот этой сложной ситуации, благодаря этой конкуренции, борьбы и прочее, вы поймете, насколько вы друг другу ценны, насколько вы друг другу важны. И ну, я не побоюсь этого слова, да, вы добрее станете друг к другу, а это очень важно в отношениях. Эта ситуация вас сблизит на самом деле, очень сблизит, сроднит вас. Вот что я вижу, и это мне нравится. У кого-то, кстати, может быть эта конкуренция быть не конкретно с какой-то женщиной, либо с мужчиной, а с обстоятельствами. То есть вы будете бороться за своего человека с обстоятельствами, либо с системой, либо вот с чем-то таким, ну вот вызов вам бросающим, да. То есть вы как воин, да, будете отстаивать свою любовь, свой дом, свое будущее. Вот как-то так пойдет. И благодаря всему этому идет сближение, улучшение, то есть только прибавляется ваша любовь, и только вот идет цвет, рассвет, вернее, да, вашей любви. Все больше и больше, все ярче и ярче. Так, здесь у вас деньги. Деньги идут, большие деньги. В руках будете иметь очень большую сумму денег. Эта сумма денег, она будет лично ваша. И вы будете вольны полностью распоряжаться этими деньгами. Кто-то вот прям, ну я не знаю, то ли какие-то, может быть, депозиты, какое-то сохранение. Кто-то вот прям будет зарабатывать на этих деньгах, на этой большой сумме. Это очень хорошо. Может быть, даже инвестиции какие-то вы будете делать. Вот знаете, что мне еще вот странно, да? У кого-то, кто сейчас вообще по нулям, да, а кто-то вообще в минусе. У вас вообще ничего нет. Но вот как раз-таки у вас будет вот эта огромная сумма денег, которую вы будете потом инвестировать. Откуда она к вам придет, я не скажу. Но она ваша. Она ваша, вы ею распоряжаетесь. Вот это мне нравится, вот это замечательно. И я вижу, что вы будете очень бережно относиться к этим деньгам. И здесь, может быть, где-то вы можете недополучить прибыль из-за вашей осторожности, но вам так будет спокойней. Поступайте так, как вам подсказывает ваша интуиция и как вам ваша светлая головушка говорит. Даже если какие-то сверхприбыли вы потеряете, но основную базу, да, вот основной ваш капитал вы сохраните. Большие деньги у вас в руках будут. Да, вот идут к вам большие деньги. Так, у кого-то, кстати, имущество будет, появится. Разживетесь вы имуществом. Это может быть переданное, подаренное, купленное. В любом случае идет место ваше. Вы его будете перестраивать, либо переделывать под себя. Это будет лично ваш дом, лично ваше жилище. И оно будет абсолютно удобно и комфортно для вас. Вот как-то так. Еще идет какой-то талант, либо возможность, какая-то реализация. Ученик идет, понимаете, ученик. Только я не могу понять, то ли вы ученик, то ли вы имеете этого ученика, да, это ваш ученик. Очень близким человеком этот станет вам. Вот. То ли вы учитесь, то ли вы обучаете, но человек, которого вы будете обучать, либо у которого вы будете учиться, станет вам очень близким другом, товарищем. Очень много в жизни вашей сделает для вас хорошего, доброго такой момент. Ну и, конечно же, здесь брак. Брак, счастливый брак, счастливая семья. Вы уж меня простите, извините, вот как хотите. Можете писать мне в комментариях, что ерунда это все, и мне там 65 либо 75. Но здесь идет семья, в которой есть ребенок. Появляется ребенок.
Но тут именно ребенок, это не дело. Вот как хотите, это именно ребенок. Может быть, вы сойдетесь с человеком, у которого есть ребенок. Может быть, вы родите, да, ребеночка. Может быть, вы будете воспитывать ребенка, например, внука, да, либо внучку. Да, вот с человеком. Вот у вас идет семья вот классическая, мама, папа, ребенок, да, может быть внук, может быть там племянник, может быть на усыновление возьмете ребенка. Но ваш зенит, да, вот он ваш венец, это то, что есть счастливая семья, в которой трое, да, три человека. Все друг друга любят, все счастливы. Вот как-то так, мои дорогие. На этой ноте я хочу и закончить. Знаете, вот хочется сказать, да, не надо отрекаться и не надо себе что-то блокировать. Наш мир, он гораздо больше, чем мы себе даже и представить можем. И наше счастье может поджидать нас в самых неожиданных местах. И когда вы себе изначально говорите, да нет, ни про меня, ни для меня не получится, вы себе отсекаете возможность на счастье. Я вижу в этом песке много счастья и вижу много радости. И знаю, что все, кто зашел на эту отсыпочку, эту радость и счастье в себе в жизнь получат, обязательно получат. Но этот песок, уж слишком много в нем знаков на детскую энергию, на рождение, на детей, именно на детей. Поэтому готовьтесь. Вот я вас предупредила, потом мне отпишитесь. Я это видео где-нибудь себе сохраню, закреплю и буду его периодически мониторить. Я вам желаю счастья, я вам желаю добра, я желаю вам радости. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.